Так, мы сейчас заехали за этими вещами, которые были собраны местными людьми здесь в Норвегии. Мы сейчас, кстати, в Норвегии. И как раз пакую эти вещи, чтобы их собрать, отправить в Украину тем воинам, которые сегодня воюют против российских оккупантов. Это лишь часть тех вещей, которые мы сегодня соберем. Я позже еще сделаю материал, там тоже сниму. Покажу вам, что именно можно собирать, что нужно отправлять. К примеру, вот теплые вещи здесь, скажем, вот, разгрузка. Кстати, хорошая прочная каска, что очень важно. Противогаз, тоже нужная вещь. Рюкзак, здесь бронежилет хорошей, мощной прочности. Вот. И что тут еще добавить? Спасибо тем, которые дают эти вещи и помогают нашим воинам, которые воюют против российских оккупантов. Я уверен, что мы выстоим. Это будет нашей общей победой. Каждый может просить у Всевышнего, чтобы дал победу. Каждый может собирать эти вещи. Я призываю тех, независимо какой национальности, будь норвежец, будь украинец, чеченец, ингуш, дагестанец, любых всех, чтобы обращались, чтобы давали все возможное, чтобы вот так помочь нашим братьям, которые воюют против российских оккупантов. Все будет хорошо, иншаллах. Так, это другие вещи, вот, которые тоже собрали здесь местные люди в поддержку воинам нашей армии, которая воюет против российских оккупантов. Здесь, как я раньше тоже показывал, к примеру, разгрузка. Мы сейчас все это пакуем сюда и потом уже будем отправлять. Здесь, да, маска, к примеру. Вот, котелок. Это флаг Ичкерии. Это наша. Еще одна разгрузка. Так, кстати. Вот. Еще одна. Очень много норвежцев, которые дают вот эти вещи нашим воинам. Это все нужно, и я еще раз обращаюсь, чтобы те наши соотечественники или другие, без разницы, чтобы так собирали эти вещи, обращались к нам. Мы направим их на правильный путь, куда их отвезти, эти вещи, кому их отдать. Вот. Есть такие организации, которые вот так помогают нашим воинам. Собираем. Вот, кстати, ботинки вот такие хорошие тоже. Бинокль. Это я просто показываю, что, чтобы люди знали, что нужно собирать. Как вы знаете, все на войне, все нужно. Вот. Мы знаем, мы, чеченцы, знаем, насколько это бесценно, потому что сами прошли войну. Я тоже, как участник Первой российско-чеченской войны, прекрасно знаю, насколько это бесценно все. Когда кто-то помогает. И, наверное, еще добавлю, что в нашей войне, в российско-чеченской войне, во время Первой войны, во время Второй войны, мы воевали, не имея какой-либо поддержки. На самом-то деле, я просто так правду хотел сказать, ни вооружения, ни финансово, ни в чем-либо другом. Да, действительно, были там организации, гуманитарные организации, которые помогали
беженцам, простым гражданам, мирным жителям, но чтобы мы воевали еще лучше, чтобы били этого врага на всех фронтах, ни вооружений, ни нашим воинам такой помощи не было. То есть мы воевали практически с одним автоматом Калашникова и добавил, скажем, гранатометом, который мы потом люди уже стали называть чеченский атом, потому что это было самое мощное оружие, которое было у нас в наших руках. И, пользуясь случаем, хочу сказать, я вижу, насколько люди помогают, не то что обычные люди, а также страны, которые отправляют вооружение воинам, которые воюют против российской армии. И я уверен, что мы выстоим, мы обязательно победим, иншаллах. Находясь здесь, в Норвегии, я сейчас не буду кого-то призывать к войне или там кого-то звать на войну, потому что я, скорее всего, не имею права, потому что если бы я сегодня находился бы в Украине, тогда имел бы право кого-то призывать. Но и даже без этого я знаю, что люди, я замечаю, что чеченцы выехали, знаю таких людей, которые выехали в Украину, чтобы стать рядом с украинскими воинами и воевать против российских оккупантов. Потому что наш враг – это общий враг. Это враг, который веками нас убивал, И за эти 2 войны этот враг убил у нас около 300 тысяч мирных жителей. Из них 45 тысяч детей. И добавлю, что я не понимаю ту часть, маленькую часть тех чеченцев, которые стали под флагом варвара Путина. И скажу от имени всех чеченцев, что мы их не считаем чеченцами, мы их считаем отщепенцами. Это предатели чеченского народа, и особо внимания на них обращать и не надо, потому что реально есть люди, их очень много, которые воевали и которые поехали туда сейчас и воюют против российских оккупантов. А то, что там какие-то есть заявления Кадырова, что он отправил туда столько, он отправил вот столько, они погоду не делают. Это российская армия. А что такое российская армия? Мир убедился, мы знали это давным-давно. И сегодня украинские воины показывают, что из себя представляет российская армия. Нету такой у них армии мощной, как они говорили. Что меня радует, это дух украинского народа. Вот что важно в борьбе, в войне, особенно, когда ты воюешь с врагом, когда у целого народа есть этот дух, когда у тебя есть вера, и если ты воюешь за правду, а не так, как они, будучи оккупантом. Что еще добавить? Тут вещи, сейчас я пакую их. Скажем, 80% этих вещей собрали наши соотечественники, чеченцы. Я их многих знаю. Аллах ресуль масана. К своим соотечественникам. Это долг каждого чеченца. Поддерживать Украину. Как вы можете. Всеми средствами, всем, чем можно. Это наш общий долг, потому что мы должны помнить, кто вторгся в Украину. Это наш общий враг, это враг, который бомбил нас, который пытал, убивал, истязал наше население, как я сказал, которое убили около 300 тысяч наших родственников. И я считаю, что мы на правильном пути. И мы, иншаллах, свернем шею вот этому, как бы помягче это сказать, вот этой змее,
которая расползлась по всем странам и угрожает всему человечеству. Но Путин доиграется. Я еще в прошлом году говорил, что это просто агония, последняя агония этого варвара.